Вот она, Монечка и Валенды. Самки все. Так, тихо, девчонки, тихо, тихо. Прекращайте. Молодцы, девочки, молодцы. Не обижают, не обижают. Молодцы, молодцы, девчушки. Аналитка. Вега переживает. Вега, все хорошо. Никто твою девчушку не обижает. Придавливает ее немножко массой. Нельзя, Лид, нельзя. Все, молодцы, умнички, не обижаете. Молодцы, вот обязательно нужно похвалить вот так вот, чтобы они не обижали в будущем потом тоже. Вот они, антидепрессанты. Заходишь к ним, и все, и настроение поднимается. Конкретно, причем настроение поднимается. Молодцы, мои девчонки. На моем воспитании, да, что детишек не обижаете. Молодцы, молодцы. Вот они с детства, то, что у меня. Вега и Куба у меня с детства не были. Поэтому вот они могут и Куба сожрать. Но в силу своего тоже поведения. Вон она, вот она. Как мамки, да? Беленькая. Не переживай, Вега. Все хорошо. Они же сами детишки, потому что... Алите уже 2 года будет. Алитке 2 будет. Алитка, умница моя, умница. Луке год исполнилось. Очень много, дорогие друзья, просят розыгрыш, потому что не у каждого есть 100 000 приобрести щенка. Поэтому, возможно, будут розыгрыши, потому что очень много народу участвовало, и все хотят Валенда себе, но не каждый может приобрести. И также, скорее всего, будет строгий отбор, покажи свои зубы, и участие в конкурсе можно будет сделать. Также сделаем не так, как до этого, там 2 недели было, за неделю сделаем розыгрыш, будут участвовать, наберем также, там номерков 100 может быть, и уже в прямом эфире также можно будет голосовать, кидать денежку, также за кого-то голосовать, и можно будет разыграть также щенка. Я думаю, многим это понравится, многие это поддержат, потому что прошлый щенок ушел в розыгрыш Александру Зубову, охотнику-промысловику, эксперту по лайкам, эксперту по Валендам. В общем, сейчас я вам снежка еще добавлю. В общем, я думаю, это целесообразно сделать. Очень много просто писали в личку, в Инстаграме, в WhatsApp, в Вайбере, разыграй. Но в основном кто-то хочет просто щенка за 20 000 купить, но не могу я за 15 там. Поэтому, если что, можно будет разыграть мальчишку. Девчонок нет, девчонки на очереди. И на следующий год бронировали на очереди, поэтому с девочками дефицит на самом деле. Что ты, Алита? Моника, как тебе? Они тебе не приходятся никак. Алита приходится тебе по матери, там дальняя тетка. И все, Монечка. Луйка вообще никак, никаким образом к тебе не относится родственницей. Луя и Алита родственницы, они по... У нее отец
а у нее мать. Это родные братья. Ой, родные брат и сестра. Вот она молодец, умница. Эти зовут меня, нифига себе. Так, подожди. Да, зовут меня. Фига не кричат. Он зовет. Ничего себе. Ничего себе, побудь здесь пока. Ты чё, кто там? В общем, дорогие друзья, одного уже Баунти назвали. Вот он, Баунти. Экстерьерный, который, вот он, поменьше. Вот этого не знаем, Беликша, как называть будем. И вот этого не знаем. Вот, так что есть уже на одного имя. Вот он, Баунти. Что вы, гулять хотите? Гулять хотите? Здесь опасно гулять. Да, попозже. Попозже вас проглистогоню еще раз. Посмотрю, как что, и оттуда уже будем плясать. Кубу я не буду на цепь сажать, потому что на трос она очень опасная. И ей нужно сидеть в вольере. Она будет, скорее всего, туда пойдет. Луи Алита сюда пойдет. Вот, они, видите, нормально с щенками относятся. Вон играются. Видите, ну где-то просто жестче ее это прижимают. Но в основном очень хорошо себя ведут. Молодцы девчата вообще. Умницы. Вот оно, воспитание Акелы. Посмотрите, какое. Молодцы. Ну и немножко мое. Что вы? Вы вообще белоснежные. Вольер перейдете, будете черные. Все хорошо, Вега, не переживай. Мони, пойдем. Моника, пойдем. Молодец. Монечка, пойдем. Пойдем корма. Пойдем дадим корма. Пойдем. Умница. Вот она рядом. Молодец, девчушка. Вот она, красавица. Сейчас пока Анюта держала ее, я Алиту и Лую пересадил. Вон у нее поведение какое, капец. Так, Куба, все, тихо, девчушка. Так, здесь все прибрали, сейчас из тебя все вытащу. Ну. Так, ты теперь здесь будешь сидеть пока что. Потому что вы... Так, там все перекрыто. Везде все перекрыто, отлично. Вот, здесь тоже никто ничего не достанет. Все, успокойся, все. Успокойся. Пойду ошейник сниму. Она очень опасная. Все говорят, прогуляйся. Прогуляться только на поводке с ней можно. Она очень опасна. Любая собака, она все давить будет ее. Неважно, вон, говорю, у соседей начал алабая давить. Хоть и она и не такая огромная, как алабай, но все же у нее сил хватает перевернуть. Как она злится-то. Они с Акелой сейчас дрались, капец. Она какая агрессивная. Разорвать хочет, убить. В первую очередь Луйку. Ну, надеюсь, мы до ее родов построим еще 2 вольера сзади, как там. И переведем, всем будет место. Потому что ее надо будет фурию сюда переводить, будет здесь рожать. Ну, какая красавица Луйка. Какая красавица. Ай, красотка. Ну все, теперь не успокоится. Акела защищал.
И вот у них вот такой резонанс в стае. Пока не видно, что Фурия беременная, никаких вообще признаков не вижу. Поэтому, ну, все равно еще сколько. Чтобы видно было, вот в апреле, в начале посмотрим. Будем пересаживать ее. Что здесь все-таки безопаснее будет рожать. Может поближе подойти. Фу, успокойся. Успокойся, все хорошо. Я думаю, все-таки это не только влияет, что вот в ней волчья кровь, и они вот так вот выясняют отношения. Все-таки психика у них, не знаю, как их там содержали, что с ними делали, но это тоже влияет. Видите, подраться хотят очень сильно, выяснить отношения прям сильно. Прям вообще кто кого размотает до смерти. Это хвост это и откусила. Их тоже, конечно, тоже не очень вот так рядом держать. Вот раз пометила. Вот они. Показывают, что они альфа, что та, что это. Очень сильные, очень сильные, крепкие животные. Насмерть будут биться. Он ищет, как достать ее. Сейчас еще раз зайду, проверю, все потрогаю. Буду наблюдать. Ну, вроде бы вообще крепко все сделано, перекрыто. Сейчас Луя пыталась замок открыть.
который вон там повешен. Вишня отдыхает. Вон лапки куриные грызут. Эти все выяснить отношения хотят. Не успокаиваются. Что такое? Фурия тоже не успокоится. Короче, кипиш конкретный.